Так, меня зовут Лыткин Денис. Я учредитель сети пекарен «Настоящая пекарня» в городе Якутске. Это, говорю сразу, это франшиза, федеральная франшиза «Настоящая пекарня». Называется формат, сеть мини-пекарен у дома. Пекарни в идеале это пекарни полного цикла, то есть прямо здесь печем и сразу же горячую продукцию свежую тут же и продаем. Это вот такая идеальная концепция мини-пекарни формату дома. У нас мы работаем по франшизе, поэтому у нас в Якутске сейчас в данный момент 9 точек и 2 производства. Вот. Работаем мы 2 года, развиваемся. То есть мы начинали с одной точки, сейчас уже их 10. Что еще хотелось бы сказать по поводу пекарни нашей сети? Вот у нас такой формат. Есть форматы разные. Мне бы хотелось для начала понимать, что именно вас интересует, какие форматы, потому что это вообще изначально пекарня это самый сложный сегмент формата сектора общественного питания. Самый сложный. Здесь дело в том, что каждый день готовится продукция вручную, очень важно качество сырья, его нужно каждый день контролировать и в ежедневном формате продавать, и очень много сотрудников. Вот. Я бы хотел услышать ваши вопросы больше, так как, во-первых, для меня, честно говоря, это первый опыт вебинара. Вот, мой бизнес-центр, мой бизнес обратился ко мне, чтобы я провел вебинар «Как открыть мини-пекарню». Я раньше вебинара не читал, поэтому я не знаю, вот как, честно говоря, что вас больше интересует, с чего начать, о чем конкретно говорить. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы конкретные, идеально было бы, чтобы вы их задали, и я бы более конкретно остановился на таких вот вас интересующих моментах. Пожалуйста, задавайте вопросы, я буду читать и их оперативно на них отвечать, что-то конкретно. А сейчас я могу рассказать в целом, в общем, о специфике данного бизнеса, что, как происходит и какие сложности, какие преимущества по сравнению с другими бизнесами, как открываться, какие есть какие-то конкретные требования. Значит, давайте начнем с преимущества. Почему лично я для себя выбрал формат мини-пекарни? Потому что открыть мини-пекарню, наверное, наименее затратно с точки зрения любого другого бизнеса в общепите. Предположим, там, если открывать кофейни, рестораны, столовые или еще что-то. Чтобы открыть мини-пекарню полного цикла, например, такой, как у нас, минимально затрат можно уложиться где-то там 1 000 000 рублей, предположим, для начала. Если вот такое очень просто. Даже некоторые умудряются и открываться даже и дешевле. То есть с точки зрения инвестиций, риска, если у вас дело как-то вам не понравится, или вдруг окажется, что это вообще не ваше, и со временем вы решите пройти в другой сектор, то есть риск потери не очень-то большой, если сравнить с открытием кофейни, в которой нужно вкладываться от 5 миллионов минимум и выше, и так далее. То есть вот такие преимущества, что низкозатратны. Но при этом это все уравновешивается сложностями самого производственного процесса. Потому что производство хлеба и хлебобулочных изделий и вообще продуктов питания, это очень строго регламентируется Роспотребнадзором, другими правилами сертификации продукции и правилами торговли. Особенно сейчас, в период вот пандемии, когда есть требования Роспотребнадзора, рекомендации к общественным местам. Здесь очень много правил и очень много рекомендаций, санпинов, они постоянно обновляются. Прямо сейчас все конкретные требования рассказать я не могу вам четко. Это надо обращаться в Роспотребнадзор и смотреть действующие санпины, какой вот на сегодняшний день именно действует. Есть какие-то вопросы
пока, сейчас, на данный момент. У кого-то нет звука, я вот смотрю. Вот поступил вопрос, что лучше работать по франшизе или же самому? Давайте вот я расскажу на своем опыте, вот на своем предпринимательском опыте. Лучше все же работать по франшизе. По франшизе. Почему? Объясню почему. Потому что франшиза, как правило, это уже готовый, проверенный, работающий бизнес. То есть работающая бизнес-модель. И вы получаете проверенную модель, которая уже себя оправдала, где-то работает. Плюс франчайзер вам очень помогает, обязан помогать, должен помогать. Здесь нужно подойти тоже к выбору франшизы. Вот. Почему мы выбрали настоящую пекарню именно из всех других проектов? Потому что я при встрече с ними на переговорах я увидел отдачу и заинтересованность в том, чтобы сеть развивалась и что они действительно будут помогать. И что-то особенно если вы начинающий предприниматель и открываете пекарню, и у вас не было опыта, вам обязательно нужно соблюдать технологию. Если вы не знаете технологию производства хлеба, я вот, когда начинал работать по франшизе, я не знал технологию производства хлеба. Да, вот. Но я не специалист в этом, я больше и специалист в инвестировании денег, финансовых каких-то моделях, сроки окупаемости, ну вот все таких вот вещах. Но я не производственник, не профессиональный хлебопек или там кондитер, как-то вот так. Просто я выбрал именно эту нишу, как сейчас модно говорить слово ниша, потому что вложение в нее вход небольшой. И вот риск потери инвестиций, он маленький, ну, дешевый, скажем так. И настоящая пекарня, вот франшиза, у них есть главный технолог сети, который предоставляет вам все технологические карты, все производственные процессы, программы производственного контроля, санэпидстанции, Роспотребнадзор. Они делают для вас проекты помещений, они придают вам все требования, которые необходимы к помещению. То есть вы просто делайте то, что вам говорят. Вам не нужно задумываться, вам практически не нужно там самому что-то выдумывать, изучать. Вот в таких сложных технологических бизнесах с точки зрения технологий, конечно, лучше работать по франшизе. Вот и все. Это, ну, это только, конечно, в том случае, если франшиза у вас проверена и она работает. Вы можете просто посмотреть, например, и желательно, чтобы это был достаточно какой-то сильный бренд. Потому что сильный бренд это всегда плюс, люди идут на бренд. Особенно, знаете, особенность у нас здесь в Якутске в том, что у нас в нашем Якутске очень хорошо себя чувствуют бренды. Люди доверяют брендам и идут на бренды, особенно на федеральные. Не говоря уже там, я молчу про западные бренды мирового масштаба, там KFC и что там еще там есть и прочее. Вот сейчас открывается в проспекте тоже сеть бургерных, Бургер Кинг. Я думаю, там тоже у них будет все хорошо. Какое оборудование приобрести до старта, если вы будете открывать сами не по франшизе? Для пекарни вам потребуется парокомитомат из самого дорогостоящего, 10 уровней. Ну, это в идеале. Вот 10 уровней парокомитомат, берите сразу 10, потому что если вы будете покупать парокомитомат меньше, там на 6 или на 4 уровня, маленькие, там, экономить на этом, вы просто переплатите, потому что вам все равно потом придется его увеличить, но его просто не хватит. И вы будете покупать заново его же, а этот вы просто куда вы денете? Вы продать его уже вряд ли сможете. Бэушное оборудование очень сложно продать. И очень дешево это будет. Парокомитомат вам понадобится тестомес. Вот из больших крупных мелочные. Список оборудования вы можете найти легко в любом интернете. Он, в общем-то, не секретный. Просто здесь вот нюанс такой, что это лайфхак. Покупать сразу берите парокомитомат на 10 уровней, 600 на 400.
размер листов 600 на 400. Это стандартные листы. Расстоечный шкаф вам потребуется. Можете сэкономить, кстати, вот на расстойке. Сейчас вы можете не покупать расстоечный шкаф, а взять шпильку и на нее купить чехол для расстойки. Тоже в интернете они продаются, они стоят там 1010, может быть, один чехол, но это намного дешевле, чем брать расстойку там стоимостью 50, 70 или 100 тысяч. Ну, отлично помогает, все то же самое работает. Что еще? Вот тестомес. Тестомес советую брать не европейского производства. В основном тестомесы продаются на рынке итальянского производства. Здесь нюанс такой, что любой тестомес выходит из строя где-то через год. Как в среднем через год у него ломаются запчасти, и вам придется заказывать запчасти в Италии. Понимаете, вот в чем дело, по курсу евро. Поэтому берите тестомес производства, есть такая марка Huracan, она китайская, и намного дешевле этих запчастей, быстрее, легче будет, проще найти и здесь починить. Вот такой нюанс. Есть еще требования, это вот по оборудованию. Вам потребуется тестомес, пароконнектомат и расстойка. Это что касается производства в основном. Дальше. Основные требования. Требования к помещению. Вам потребуется помещение с водоснабжением. И основные требования, самые сложные, это электричество, как правило, мощность электричества. Это вам потребуется минимум 25 киловатт трехфазное электричество, чтобы было, а лучше 50, чтобы было 50 киловатт. И очень важно сейчас стала вытяжка. Это такой камень преткновения, чтобы была вытяжка. Есть требования к этой вытяжке. Если это помещение в жилом доме находится у вас там, на первом этаже, то вытяжка у вас должна вести на крышу, выходить на крышу здания. Если же это отдельно стоящее, ну, то можно в окно, это не проблема. Вот главный вот вопрос с жильцами. Сейчас жильцы стали люди очень все знающие права, и они относятся очень ко всему очень критично. Есть случаи, когда закрывали через суд кафе, рестораны. Вот у нас уже есть такая судебная практика, что закрываются. Всем известно, есть популярное кафе было «Фартук», пиццерия на Крупской. И вот она закрылась из-за того, что они построили вытяжку себе в свое время и без согласования с жильцами дома. А по закону требуется разрешение там большей части жильцов дома. И один жилец был против, он судом добился, чтобы их закрыли. И они съехали оттуда. Вот так. Вот это вот важно. Вытяжка и электричество в вашем помещении должно быть. И дальше идут уже более такие нюансы, что в помещении у вас должно быть, значит, должно быть по проекту два входа. В первый вход у вас заходит сырье, куда вы заносите сырье, муку, там добавки, там фарши, что вы там будете, яблоки, овощи. Ну вот ваше сырье, что у вас заходит. И второе, это откуда выходит уже чистая готовая продукция. Эти входы не должны пересекаться. Вот если вы обратитесь к франчайзеру, то вы получите этот готовый проект, и все требования там будут развернуты. Вам не придется ломать голову, и цена ошибки, она не будет. Понимаете, это все в будущем, это как страховка. Вот вы страхуете свои вложения. А вот основные требования такие. Сильно ли влияет решение франчайзера на ценообразование продукции? Нет. Вообще нормальный франчайзер, он никак не... Вот, ну, я, по крайней мере, в хлебопекарном бизнесе, да, в пекарнях, он никак не влияет на цену. Все цены вы ставите абсолютно сами, это ваш бизнес, и как правило, в любом франчайзинге это так. Вот есть, да, например, может быть, федеральные сети типа KFC, они ставят железно свои цены, есть такие штуки, которые вам... Но я думаю, что они тоже должны понимать, что если у нас разная логистика, и у нас наше сырье, оно стоит совсем другие в Москве, у нас же даже не привезти, в том же Новосибирске, даже в Владивостоке, совсем разный уровень цен, зарплат, аренды, стоимости всех затрат.
наш франчайзер не ставит нам задачи Он просто рекомендует торговую наценку для того, чтобы наш бизнес был успешным. Потому что франчайзер, конечно, он заинтересован, чтобы вы были успешны, продолжали платить роялти, и не портили ни имидж ни ему, ни себе и так далее. Оборудование лучше российское. Ну, смотрите, вот я уже сказал, да, про нюанс, говорил про нюанс. Про тестомес, берите Huracan китайский, он отлично работает. Что касается оборудования российского, здесь, да, здесь можно, вот пара конвектомат, о которых я говорил, либо они еще по-другому, также есть конвекционные печи для выпечки. Они есть российские, такие бренды, как, например, Итерма, называются такие печи Итерма. Они одни из самых дешевых. Есть чуть повыше совместное российское, там уже китайское какое-то производство печи Абат. Это в Чувашии находится завод, они очень популярные. Это очень популярные печи, неплохие, хорошие печи, отличные. Абат, конкретно называется Абат Кэп 10. Самый популярный вот для пекарни печь это Абат Кэп 10. Есть чуть-чуть дороже итальянский бренд Unox. Называются они тоже конвекционные печи. Сейчас порядка, наверное. Но они продаются, вот цена зависит от курса. Честно, последний раз мы приобрели такую печь, она стоила 200 тысяч рублей. Есть и дальше французские, дорогие очень конвектоматы. Они скорее уже не для пекарни больше, они для, наверное, ресторанов. Вот. Там очень большой функционал, очень куча режимов. Вот. Знаете, вот мой вам совет, берите оборудование, чем проще оно в управлении, тем лучше. Потому что, понимаете, кто будет пользоваться этим оборудованием? Сотрудники ваши в пекарне, пекаря, который будет крутить. Чем она будет проще, чем она будет понятнее, тем меньше вероятность того, что они его сломают. А, к сожалению, большая часть поломок оборудования происходит именно из-за того, что сотрудники, которые им пользуются, они неправильно им пользуются. И неправильно им пользуются, не понимают, слишком сложно, не берите технику. Чем проще, вот крутилки на ручках, без кнопок, там, без электроники, вот так. Какие справки решения необходимо получить, какие органы выдают? Сейчас, в данный момент, справки разрешения получать, насколько я 2 года назад, когда мы открывались, не нужно было. Достаточно было подать в Роспотребнадзор, который находится у нас на Юнского, уведомление о начале своей деятельности. Вы приезжаете туда, в течение 3 дней нужно его подать, как только вы начали деятельность. И уведомляете Роспотребнадзор, там у них есть бланк специальный, записываете, что вы такой-то, такой-то, там ИП или ООО выбираете, вид деятельности у вас такой-то, находитесь по адресу такому-то, начинаете свою деятельность. И по закону они вас не имеют права проверять первый год или 3 года. Сейчас стоит мораторий на эти проверки. И они вас не проверят. После этого они ставят вас, после этого времени ставят вас в план плановых проверок свой, и уже по плану начинают объезжать, проверять вас, объезжать и проверять. Но смотрите, если на вас поступит 2 жалобы, неподтвержденных 2 жалобы в Роспотребнадзор, то после 2 жалоб они внеочередная проверка. Они имеют право даже в первое время приехать к вам вас проверить. Если придет подтвержденная жалоба, а что такое подтвержденная жалоба? Это если на вас написали заявление, приложили чек, что именно это ваша выпечка или фотография, как доказано. Плюс они добавили туда, значит, скан или чек, или фотографию из больницы, вот диагноз, что отравились, там отравление именно после выпечки вот вашей, и предоставят все это в Роспотребнадзор, то Роспотребнадзор немедленно к вам выедет с проверкой и вас будет проверять. На конечную продукцию требуется сертификация. Да, действительно, конечно, сертификация требуется. Есть у нас в Якутске на перекрестке Кирова и Аюнского или Пояркова центр сертификации ЦСМ называется. Сертификацию, да, вы производите в соответствии с вашей технологической картой. У вас должна быть технологическая карта на каждое изделие.
полная технологическая карта. По ней вы производите продукцию и отправляете вместе с заявлением туда. Ну, то есть вы приходите туда, они вам все объясняют, как это, что должно быть, что вы должны предоставить, и вы отправляете туда. И через какое-то время они, значит, проверяют, все ли соответствует и так далее. Если у вас все в порядке, все соответствует нормам, правилам, и ваша продукция там не вызывает нареканий по качеству, в ней нет кишечной палочки или еще чего-то, тут не дай бог у вас, да, то вы получаете свой собственный сертификат на ваше собственное ИП, что вы такой-то, у вас есть свои сертификаты. Мы прошли такую сертификацию в начале своей деятельности, на всю свою продукцию у нас есть сертификаты. Первое время, пока мы проходили сертификацию, мы пользовались сертификатами всей сети «Настоящая пекарня». Да, вот в чем плюс, кстати, вот смотрите, франчайзинга, что у них все это есть, все эти бумаги. Но мы решили еще подстраховаться дополнительно, мы сделали вот прямо свою полную сертификацию всей продукции. Вот. Так, я сейчас быстренько еще проверю. Конечно, все зависит еще очень много вопросов от того, нюансов, какой вы выбираете для себя формат. Либо вы работаете как производственный цех и печете продукцию и будете ее затем реализовывать ее организациям, магазинам, развозить по магазинам или по предприятиям или что-то. Вот это один формат. Другой формат, и там другая наценка, соответственно, и другой немножко режим работы. Другой формат, например, если вы делаете пекарню полного цикла, вы тут же печете и тут же продаете, как магазин пекарни. И третий формат, и вы просто вы как магазин пекарня работаете, не печете ничего, а сами, например, можете приобретать у таких же цехов продукцию на реализацию и ее продавать. Вот как бы три таких возможных формата. Сейчас, конечно, можно все обойтись. Например, город Санкт-Петербург. Я был в Санкт-Петербурге, там смотрел пекарни и очень удивился, там очень много пекарен. Просто вот огромное количество. Там на каждом углу какая-то пекарня. И не просто пекарня, там пекарня там столовая, пекарня пельменная, пекарня там шаурмичная, пекарня еще какая-то там, пекарня кофейня, пекарня кондитерская. Вот к любому формату, вот, к любому названию добавлено слово пекарня. Я был очень удивлен, как так, так столько вот требований там, по помещениям. Мы целый год вначале не могли начать, потому что мы искали помещение, подходящее для нашей деятельности. Вот чтобы можно было вытяжку сделать и электричество подключить. Целый год мы не могли найти, потому что город у нас очень маленький, ограниченный. И с этим очень сложно, вот откровенно я вам скажу, если вы посмотрите после вебинара «Доска и которую», посмотрите, какие есть помещения, то вы увидите, что их практически нет. Это связано с тем, что в последнее время из-за законов по ограничению продажи, например, алкоголя, алкогольные сети очень агрессивно ищут помещения и заходят в любые помещения, они просто платят любые деньги за любое помещение, любое свободное помещение они забирают себе и открывают там свои эти алкомаркеты, алкоголем торгуют. И помимо них, конечно, еще есть и другие игроки, там, сотовые связи, займы. Сейчас еще выходят на наш рынок тоже магазины фермерских продуктов. Так что помещений больше не становится, и получается очень большая конкуренция на такие места. Вот. Ну, в общем, я отвлекся, и действительно я решил проверить, что за пекарня. Походил вокруг, заходил нескольких, смотрю, вот, и обходил здание вокруг, и заходил в подъезды, и думал, может, какая-то площадь какие-то странные, а где у них вытяжка. А все, в общем, выяснилось в итоге. Просто у них очень развит такой формат. Они работают на замороженных полуфабрикатах. И Москва тоже делает это огромные предприятия. Они выпекают, делают выпечку, то есть они
замешивают тесто, вот все делают фабрикаты, круассаны начиняет, все, и замораживают. То есть это уже почти высокой степени готовности. Ваша задача у себя на точке только разморозить, достать из холодильника, дать 2 часа вытащить и при комнатной температуре разморозить и поставить в печь и 20 минут выпекать. Все. И у вас горячая выпечка. Это просто вот идеальная вещь, самая очень простая. Не нужно вам каких-то там особенных каких-то помещений, сложностей, программ там, очень сложных производственного контроля, потому что это все программы производственного контроля и сложности все с Роспотребнадзором возникают на этапе именно производства. То есть производство полуфабрикатов, производство начинок, работы с обработкой яйца, разделить там мясной цех, вам нужно обрабатывать мясо. В этом вот основная сложность. А сама выпечка не так уж и сложная, намного проще. То есть есть и такой формат. Я вот с интересом слежу за деятельностью Якутского хлебокомбината, потому что они начали такую линейку запускать, продавать замороженные полуфабрикаты. Думаю, может быть, как-нибудь попробовать действительно вот таким образом поступить. Тогда вам достаточно даже просто точки продаж, магазинчик, вставить в нем маленький, не очень большой конвекционный шкаф, вот печку, и в ней выпекать, как дома, духовку буквально, там, размера с духовки домашней, выпекать утром эту выпечку. Вот. Какие инструменты мы используем для рекламы, что работает? Есть ли текучесть также в производстве? Да, текучесть работников в производстве есть. И это большая боль, проблема это всех производственников, это текучесть работников в производстве. Первое время есть вот у вас поменяется несколько раз, я даже думаю, возможно, что и несколько раз поменяются работники. С этим это не надо на эту тему переживать и волноваться, это происходит так у всех и всегда. Потому что вначале обычно на работу, когда вы только открываетесь, приходят люди, которые ищут, где бы работать поменьше, а получать побольше. И постепенно они отсеиваются. Те люди, которые перебегают с места на место, постепенно у вас останутся только те работники, которые хотят работать и получать достойную заработную плату. Вот. Нюанс такой, что в основном, конечно, на производстве работают граждане из соседних государств. Наши сограждане не очень хотят работать на производстве. Почему-то вот такое, к сожалению, не к сожалению, не знаю, вот, но это потому что это тяжелый, сложный труд, они как-то не привыкли почему-то работать. В итоге работают, как всегда, вот, граждане соседних государств. Здесь надо, и вот здесь очень тоже такой нюанс есть, что они должны быть оформлены. Это вот сейчас за этим государство, контрольные органы, органы миграции очень сильно следят. Штраф за каждого неоформленного мигранта минимум 50 тысяч рублей. Просто за каждый случай. Представьте, если у вас на производстве работает от 5 до 10 мигрантов, если вы их не оформили, они работают у вас неофициально, или вы оформили с нарушением каким-то, на день там просрочили уведомление отправить, у вас будет просто вам выставят штраф в 500 тысяч рублей. Просто вот в путь. С этим надо очень строго следить, очень внимательно, не расслабляться. Очень строго государство сейчас с мигрантами за этим следит. Они должны быть у вас оформлены. Если даже, тут такой, понимаете, нюанс, даже если вы его оформляете, вы все делаете по закону, все правильно, вы отправляете уведомление, вы приняли его на работу, но работник вас ввел в заблуждение, у него нет прописки, или прописка у него получена была незаконно, штрафуют вас. Потому что в таком случае вы оформили его незаконно, получается, и вас штрафанут вот на 50 тысяч рублей минимум. За этим очень сильно... Это вот просто боль такая вот с мигрантами.
Что касается рекламы, что мы используем для рекламы. Вот настоящая сеть пекарня, скажу так, пекарня у дома, нюанс такой, это бизнес трафиковый. Что я объясню? Объясню, что значит. Это такая ниша, где люди покупают товар, идя мимо, проходя мимо. Не такой товар, за которым люди пошли бы куда-то через полгорода специально. По объявлению или по рекламе, или увидев там рекламу в телевидении, или еще по телевизору, предположим, или в Инстаграме, или там в Фейсбуке, и поехали туда купить один мясной пирожок, который стоит 40 рублей. Понимаете, это товар у дома, это вы идете за хлебом, зашли мимо, вы пойдете в ближайший магазин и возьмете в ближайшем магазине. Ну, максимум вы там чуть-чуть отойдете со своей обычной так называемой тропы и возьмете там хлеб в соседнем магазине, потому что там он, ну, вам больше нравится, вам больше подходит по качеству. Но вы не поедете через полгорода, это 100%. Поэтому это уже вопрос вот о другом формате, если вы где размещать точку продаж. Точку продаж вам нужно считать трафик и смотреть, где тропа, куда люди ходят за продуктами и вставать, искать такое помещение, чтобы оно стояло на этой тропе. Вот это основной канал рекламы. И, соответственно, мы рекламируемся на этой тропе, мы размещаем вывески, где люди ходят, стрелки, какие-то указатели, делаем музыкальное привлечение, даже музыкой завлекаем себя. Все способы хороши, лишь бы завлечь вот с тропы, чтобы люди вас заметили и свернули, и зашли к вам. Ну, также мы ведем Инстаграм. Да, мы ведем Инстаграм. Инстаграм сейчас это просто обязательно. Все ведут Инстаграм, и вы тоже должны быть представлены, конечно, в Инстаграме, потому что есть часть аудитории, которая Инстаграм просматривает, и вы должны быть узнаваемы в Инстаграме. Если у вас хороший узнаваемый, хороший Инстаграм, качественный, то это повышает просто весь уровень доверия к вашему производству, к вашему бренду. И люди охотнее будут сворачивать, они увидят вас, вот, о, я видела, я знаю, пожалуйста, я зайду, посмотрю, или там, я зайду, посмотрю. Какие вот, в общем, работает трафик. Трафик для хлеба, хлебобулочных изделий – это трафик. Это не Инстаграм, не что-то. Инстаграм – это просто дополнительно. Если мы говорим про кондитерское производство, это не надо путать. Это ошибка людей, когда они смешивают выпечку, хлеб и кондитерку, торты, пирожные. Это два разных уровня мотивации. Есть теория поведения потребителей, в которой говорится, различается уровни мотивации. Что заставляет потребителей так или иначе себя вести? Выпечка, хлеб – это мотивация выживания. Люди покупают для того, чтобы выжить, вот сиюминутную потребность свою в еде обеспечить, выживать. А кондитерская – это мотивация удовольствия. Мотивация удовольствия. А ради удовольствия человек готов что-то сделать. Грубо говоря, он готов встать с дивана и куда-то пройтись. Или посмотрел он Инстаграм у себя на работе, увидел там ваши торты в Инстаграме, обрадовался, вот ему захотелось, они красивые, он я заеду по дороге там специально, пойду куплю, потому что мне очень хочется, там, это сахар, это эндорфины, это мотивация удовольствия. Выпечка так не работает. Никто, в подавляющем большинстве люди, не посмотрев Инстаграм с пирожками, не поедет специально за этими пирожками. Это только по трафику. Поэтому, если вы делаете кондитерскую, красивую кондитерскую, с кондитерским, делаете упор на это, то это реклама. Конечно, это Инстаграм, это визуальная реклама где-то. Но это уже не очень-то про трафик. А если вы делаете пекарню, хлеб, выпечку, пирожки, булки, то это трафик. Это не Инстаграм, это нужно смотреть трафик. Надеюсь, я вот так вот сумбурно объяснил. Еще раз, какие документы нужны для открытия пекарни? Достаточно на первом этапе разрешение брать специально не нужно. Специально никаких разрешений не нужно брать для того, чтобы чтобы открыться деятельности.
Это в Роспотребнадзоре вы туда отдаете уведомление. Но если у вас будет производство, еще раз я говорю, вы будете печь что-то в жилом доме, на первом этаже жилого дома или там, не знаю, в подвале нельзя, кстати. Есть хлеб, печь в подвале это запрещено. Это в санитарном правиле, в подвальных помещениях, это, например, цокольные помещения 203 микрон, они не подходят уже, сразу говорю, производство. Только первый этаж. Ну, или верхний, не знаю. Ну, первый этаж, да. То вытяжка должна быть. Эта вытяжка должна быть, она должна идти на крышу дома. Если у вас это 10-этажный дом, значит, вы тянете этот короб на 10-й этаж, выход туда. Но при этом вы должны получить разрешение, что вы будете использовать ваш короб. Вы должны получить на это разрешение. Если вы пройдете самовольное, разрешение не получите, то у них будет право подать в суд и заявление в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор подаст в суд на приостановление деятельности на 90 суток. Но это смерти подобно. 90 суток стоять, платить аренду, ничего не делать и платить там зарплату. Нет. И за 90 дней. И если они подали в суд, жильцы, то ясно, понятно, что они не согласны с этим, вам придется все равно съезжать. Вот так. Ну, плюс параллельно, конечно, вы должны изучить сам ПИН, у вас организация производства. Это все зависит от того, какое у вас производство. Полного цикла, неполного цикла. Работаете вы на полуфабрикатах. И вы должны организовать пищевое производство, заказать программу производственного контроля. Также в Центре эпидемиологии они это делают. Мы заказывали на Петра Алексеева, где вы все подробно прилагаете план помещения, заключаете с ними договор, чем вы будете заниматься, они для вас разрабатывают план производственного контроля, который вы выполняете. То есть они там прописывают, сколько раз в день вы должны что делать, чем, какими растворами обрабатывать, какие журналы у вас должны быть, и все это вы получите. Плюс, вот о чем я говорю еще, в таких сложных, технологически сложных бизнесах производственных, работы с франчайзером. У вас все вот эти знания, они вам передают. В этом весь смысл работы франчайзинга, что вам передают все такие документы, вам не нужно ничего это делать самому, изучать, ломать голову. Ваша задача вести бизнес. Вот так. Еще какие-то вопросы у вас есть? Кто контролирует помещение производства? Помещение производства у вас должен быть как минимум старший пекарь, да? Ну, как минимум старший пекарь, который должен контролировать у вас все процессы. Лучше это зав. Производством. Если вы работаете не по франчайзингу, а сами, то, соответственно, это должен быть технолог, который будет следить за технологией выпечки, производства хлебов, правильность. Как минимум, он для начала вам должен будет, технолог, вам сделать производственные технологические карты, по которым вы будете изготавливать свои продукты. И он должен за этим всем следить. Если вы... Как определиться, какие у него будут обязанности, я вам такой лайфхак расскажу. Возьмите, зайдите на федеральные сайты поиска сотрудников, там Job.ru, предположим, что там еще, Headhunting, и набейте там поиск, вакансию технолог пищевого производства, там, пекарь-технолог или технолог хлебобулочного производства, и в которых московские сети крупные, которые ищут там федеральные, они прописывают все обязанности. Вы можете оттуда взять, скопировать, и вот у вас уже будет готовая должностная инструкция, что должен у вас делать тот или иной сотрудник. Так можете сделать не только технолога, но и всех там просто простого пекаря, старшего пекаря. Самим можно не выдумывать. Что касается, тут время у нас, конечно, что-то мы вышли за рамки, я не знаю, можем продолжать или нет. Единственное, я быстренько добавлю уже от себя, следите за себестоимостью. Вот когда, если вы уже открылись и работаете, следите за себестоимостью, это очень важно. Себестоимость сырья – это то, что напрямую влияет на вашу прибыль.
Цены вы не сможете менять ежедневно или раз в неделю даже, и даже раз в месяц вы не сможете менять, потому что ваши покупатели очень негативно к этому будут относиться. Это же хлеб, вы поставили там, грубо говоря, там 30 рублей, и все. И так у вас будет стоять как минимум полгода. Мука, яйцо, цены меняются постоянно. Все зависит от урожая. Вот недавно, вот вчера мне поставщик сказал, что на Алтае не урожай, там, такой сильнейший неурожай зерновых, какой не было там уже лет 10 или чуть ли не 20. И к Новому году цена на муку, мегаоптовая цена, оптовая цена подорожает. Соответственно, у нас тоже цена здесь будет еще дороже. Яйцо тоже цена растет время от времени. Яйца, фрукты, овощи, вы видите, тоже как из-за пандемии китайских овощей образом. Там, на те же яблоки, если вы делаете пирожки с яблоком, на капусту. Наши местные фрукты, овощи, цены заоблачные. Сразу скажу, это нереальные цены. Никто из них не делает пищевое производство практически. То есть себестоимость огромная. Вот подумайте над этим, как вы будете контролировать. Вот ваш технолог или кто там должен, он постоянно должен следить за себестоимостью по технологии карте, рассчитывать, сколько что стоит, потому что мы зарабатываем в нашем производстве, вот с вами в хлебопекарном, это, грубо говоря, там по рублю, по 2 рубля там, с одного проданного каждого там пирожка в итоге. И если у вас что-то где-то там на рубль, на 2 повысилось, то вы в лучшем случае остались без прибыли, а в худшем можете остаться и в убытке в итоге. За этим нужно очень сильно следить. И следить за сохранностью сырья, особенно в цехе. Это несуны, это тоже большая боль. Люди, которые с производства, у нас такая ментальность, привыкли выносить себе домой там что-то, там фарша, килограммчик, окорочка куриные, 2 штучки там поужинать и так далее. Ну, не буду вас пугать. Желаю вам успехов. Я верю, что у вас все получится. Ну, у всех все получается, у вас тоже получится. Главное верить, продолжать работать и делать наше дело. Печь хлеб – это очень благодарное, очень, очень классное дело. Мы приносим с вами радость людям, помогаем, улучшаем каждый день жизнь людей к лучшему. Спасибо вам за внимание. До свидания.